Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям ва ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Değerli yerselam marşal inhiyetem berkat koyuşun lerme mahkoy. Boqala tagan way irstolsh naqduway dal wesh dikdin naqduway. Hoqbes sila marxi batchuaduway. Dal bazbin but buharwayn masan makha'ar. دايل شين شو قرآن دوسين يلسمن يعرش حيواش يوجلت يعرش دقولش ويق إخيتم بيش وين جاتش تاش هنا حالة أسنا شيء إيتي شولجيري أسنا تونغر وما يزدر سيسز بنايز Вы посмотрите на этих кадыровских мул, что они говорят и что они творят. Как мы помним, по приказу Адама Делимханова был схвачен и подвергнут сексуальному насилию чеченский парень, подросток. Его подвергли бесчеловечным пыткам и засунули бутылку в анальное отверстие. Причиной тому стало то, что этот парень оскорбил мать Адама Демельханова. Мы не говорим, что этот парень должен был оскорблять мать Демельханова. Ну да, он ошибся. Разве мы никогда не ошибались в молодости? Разве сами кадыровцы не оскорбляют наших матерей и матерей друг друга? Ну ладно бы побили бы его, или поругали, но зачем его насиловать и убивать? Само по себе, это ужасное злодеяние и преступление по всем законам этого мира. И с точки зрения шариата, изнасилование и убийство – это ужасное преступление с отягчающими обстоятельствами. Но что мы слышим от кадыровских мул? Вместо того, чтобы призвать к милосердию, так как парень молодой, вместо к призыву к милосердию, кадыровские муллы говорят: теперь внимание, они говорят, что это подобающее действие и пытаются обосновать это шариатом. Только вдумайтесь, они говорят, что засунуть бутылку в анальное отверстие мусульманину и убить мусульманина – это очень хорошее явление и гордятся этим. Кроме того, они открыто здороваются и фотографируются с представителями нетрадиционной ориентации, ходят на концерты, лайкают непристойных девиц в интернете и позволяют своим женам и дочерям обниматься и прижиматься к падишаху, хотя всем известно, что этот падишах не является махрамом для жен и дочерей этих кадыровских мул. После этого они надевают рясы и начинают поучать простых людей. Как они могут учить нас, если они сами являются в высшей степени нечестивцами и преступниками? Теперь эти же муллы, сидя на золотых диванах и попивая сок, призывают поехать в Украину и там умереть. Сами они туда не едут и даже своих родственников туда не отправляют. Мы в свою очередь предупреждаем, тех, кто послушается их, поедет туда и умрет под знаменем двуглавого монстра, тому Аллах Всевышний обещал вечный ад. Жизнь ваша и душа ваша, решайте сами. Но нам обидно то, что они используют вас как лохов и безмозглых баранов. Неужели вы не боитесь вечного ада? Ради кого и ради чего вы губите свою вечную жизнь? Поистине, это удивительное явление.